Ликвидация подчиненного Путина. В центр Минска стягивают военную технику, а Китай направляет своих солдат Лукашенко. Зеленский отчитывается о том, куда пошли американские деньги, а Россия готова заключить сделку с США. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Германия начинает фильтрацию беженцев. Кто может лишиться статуса защиты и почему? Кого выдворит Берлин? Трамп может оказаться в тупике из-за неопытности своего посланника Уиткофа. Тем не менее, Вашингтон требует Россию склонить голову и сложить оружие. Казахстан отвечает, готов ли воевать с Москвой. Силовики Путина расстреливают граждан Центральной Азии, а Лавров озвучивает план Москвы. Обзор важных событий. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Германия начинает фильтрацию беженцев. Громкое дело Берлина. В ФРГ проводится расследование более 2000 поездок беженцев на родину. Все эти люди, ранее получившие различные виды убежища в Германии, могут лишиться его. Таковы новые правила страны. Ведь осенью 2024 года правительство с участием социал-демократов, зеленых и свободных демократов провело через Бундестаг так называемый пакет безопасности. Одним из новых пунктов правил является потеря защиты, если человек решится съездить в свою страну, из которой бежал в Германию. Исключение сделано только для украинцев, уточняет Deutsche Welle со ссылкой на немецкое федеральное ведомство по делам миграции и беженцев. Однако и граждане Украины должны иметь вескую причину для поездки. Это либо тяжелая болезнь или смерть члена семьи. В целом посыл таков: если нуждаешься в немецкой защите, сиди в Германии. Если едешь на родину, значит угрозы твоей жизни нет и защита не нужна. По данным ведомства, чаще других на родину на короткое время съездили граждане Ирака, 762 поездки, и Сирии 734. За ними следует Афганистан, 240 случаев, Иран 115 и Турция 31. США получили бесценный опыт за те средства, которые выделили на военную помощь Украине. Так Зеленский ответил на вопрос американского журналиста Бена Шапира о том, как были потрачены миллиарды долларов США. В Киеве ответили, что РФ распространяла фейки о том, что американское оружие для Украины распродается, а украинское правительство пилит бюджет. Зеленский уверяет, что в Киеве работают инспекторы штатов, которые прекрасно видят, на что идут средства американских налогоплательщиков. Основной массив помощи, конечно же, ушел на оружие, на разработку технологий. Немалая часть денег направлялась на нужды СБУ, внешней разведки, спецподразделений, военных инженеров, обучение украинских солдат, и это не весь список. Когда Соединенные Штаты выделяли деньги на развитие определенного направления, например, в технологическом развитии, такого как новые дроны, и было прямое финансирование частного сектора, который создавал эти дроны, Соединенные Штаты получили в обмен информацию. Без войны Соединенные Штаты никогда бы не получили эти знания. Я не говорю, что война — это хорошо, это ужасно, но когда мы говорим о том, что получили Соединенные Штаты, например, в рамках некоторых программ, когда США финансировали оружие и передавали нам системы Patriot, и мы благодарны за это. Они знают, что все системы ПВО, которые у нас были, разные снаряды, артиллерийские снаряды, даже 155-миллиметровые снаряды могут быть разными, гибридными и так далее. Все, что Украина использовала, мы предоставляли отчеты Соединенным Штатам, и Украина улучшила многие элементы и характеристики благодаря нашим инженерам, нашим людям на местах. Они улучшили характеристики оружия. Трамп удивлен и даже раздражен. Путин не идет ему навстречу. Все свое недовольство и агрессию американский президент направляет на Украину и Зеленского, ведь считает, что им легче манипулировать. Об этом сообщает Wall Street Journal. Авторы материала пишут о поведении Трампа, который по сей день избегал жесткой конфронтации с Путиным. Его вера в мирное соглашение держится на восхищении Путиным, которого он называл гением. Тем не менее, аналитики, опрошенные Wall Street Journal, уверены, что сейчас Трамп может оказаться в тупике. Неопытность его посланника Стива Уиткофа, который уже в 4-й раз был откомандирован в Россию, может ввести американского президента в заблуждение. И именно поэтому он уже сейчас рисует слишком радужную картину. Совсем скоро Трамп может почувствовать себя обманутым. Мы оказываем серьезное давление на Россию, и Россия это знает. Некоторые люди, приближенные к ней, тоже это понимают, иначе он сейчас бы не говорил
говорил. Премьер-министр понимает это лучше всех. Путин бы не начал переговоры, если бы не чувствовал давления. А он начал, и мы продолжаем давить. Я думаю, он хочет заключить сделку, и мы скоро это узнаем. Но для танго нужны двое, и Украина тоже должна хотеть заключить соглашение. Трамп также заявил, что Россия уже пошла на уступки, ведь решила остановить войну и не захватывать всю Украину. CNN считает, что Трамп далек от понимания, что вообще происходит. Этот ответ выдает странное непонимание того, что произошло в войне, и ясно показывает, насколько целиком Трамп смотрит на нее глазами Путина. Причиной, по которой в Украине сейчас не правит пророссийский президент, в том, что украинские вооруженные силы совершили героическую оборонительную операцию, которая потрясла весь мир в начале войны и спасла столицу. А годы поставок оружия и боеприпасов от США и европейских союзников позволили сохранить этот результат. Союзники Украины, представители стран НАТО, сохранили и свою позицию. Генсек Альянса говорит: Россия – долгосрочная угроза. В НАТО у нас есть общее понимание. Россия — это долгосрочная угроза для территории Альянса и всего североатлантического пространства. Трамп и Путин готовы пожать друг другу руки. Москва и Вашингтон на пути к заключению сделки, но перед этим необходимо внести финальные правки. Так, о возможном соглашении между Америкой и Россией говорит глава МИД РФ Лавров. При этом раскрывать детали такого плана и соглашения не стал, но дал понять, что Трамп принял позицию Путина и понял претензии Москвы. Мы продолжаем контакты с американской стороной по ситуации в Украине. Есть несколько признаков того, что мы действительно движемся в верном направлении. Прежде всего потому, что Дональд Трамп, вероятно, единственный лидер в мире, который признал необходимость устранить коренные причины этой ситуации. Он сказал, что втягивание Украины в НАТО было огромной ошибкой администрации Байдена, и что он хочет ее исправить. Напомню, команда Трампа требует, чтобы Россия склонила голову, в частности, ушла с Запорожской АЭС, передала ее под управление США для снабжения электричеством обеих сторон, обеспечила Украине свободный проход по реке Днепр, вернула Киеву оккупированные населенные пункты Харьковской области и, самое главное, признала право Украины на собственную армию и оборонную промышленность. Ведь еще на переговорах в Стамбуле РФ требовала сокращения численности ВСУ. Итак, что думаете о заявлении Лаврова? Как долго будут вносить правки? Российские спецслужбы расстреливают граждан стран Центральной Азии. В очередной раз ФСБ заявляет, что ликвидировала двух мужчин, которые якобы планировали совершить теракт в Нижегородской области на нефтехимическом предприятии. Расстрел уроженцев Центральной Азии в Москве назвали нейтрализацией при задержании. Конечно же, российские силовики утверждают, что в деле найден украинский след. Мужчины якобы вели переписки с куратором из Украины. Напомню, что буквально в марте сотрудники спецслужб также заявили о том, что застрелили гражданина одной из стран Центральной Азии. Он якобы также намеревался совершить подрыв самодельных взрывных устройств в культовом еврейском учреждении Московской области и на одной из станций московского метрополитена. Это была цитата. С начала 2025 года это не первый случай убийства подозреваемых в терроризме. 13 февраля российская спецслужба заявила о нейтрализации уроженцев одной из стран Центральной Азии, которые якобы собирались взорвать вокзал в Пскове. Российский генштаб лишился высокопоставленного офицера. В подмосковной Балашихе подорвали заместителя начальника главного оперативного управления Генштаба вооруженных сил РФ Ярослава Москалика. Автомобиль, припаркованный у подъезда дома, из которого вышел Москалик, взлетел на воздух. Москалик находился на высоком уровне в военной иерархии России. Главное оперативное управление является ключевым органом Генштаба, отвечающим за планирование военных операций, включая, вероятно, действия в Украине. Фактически Москалик являлся приближенным к Путину, ведь регулярно взаимодействовал с высшим военным руководством, например, с начальником Генштаба Герасимовым, который в свою очередь подчиняется Путину, как верховному главнокомандующему. По данным Ростелеграм-канала, взорванный Volkswagen Golf перепродали минимум 3 раза с конца января этого года. Несколько дней назад автомобиль подогнали и припарковали левой стороной к дому. Взрывное устройство было заложено в районе задней левой двери. Кроме того, во взорванном авто могла быть установлена камера слежения, а взрыв произошел, когда генерал Москалик вышел из подъезда.
Казахстан не собирается готовиться к войне с Россией, а новый законопроект о территориальной обороне, который предполагает развертывание бригад теробороны, направлен лишь на укрепление внутренней безопасности страны и не содержит антироссийской направленности. Так в Астане прокомментировали информацию, которая появилась в медиа, о том, что Казахстан разворачивает свои силы вдоль казахстанско-российской границы на случай конфликта. В Минобороны республики утверждают, что это ложные утверждения, а Москва Астане не враг, а союзник и партнер, да и угрозы со стороны РФ нет и не предвидится. В Казахстане уверяют, что законопроект о территориальной обороне разработан в рамках модернизации системы нацбезопасности республики. Тем не менее, он разработан в том числе на случай военного положения. Его цель – обеспечение внутренней стабильности, защита населения, объектов инфраструктуры и территориальной целостности в условиях военного положения или иных чрезвычайных ситуаций. Размещение бригад территориальной обороны осуществляется с учетом логистических, географических и демографических особенностей регионов, а не в ответ на внешние угрозы. Напомню, в эфире российских федеральных каналов уже предупреждали Астану о военном конфликте. В частности, президент Института Ближнего Востока, политолог Евгений Сатановский, который был приглашен в студию к Соловьеву, уже рассказывал, что рано или поздно Москва проведет так называемую СВО и в Казахстане. Китай отправил свои войска в Беларусь. В Минске начинают блокировать дороги. Военные Си Цзиньпиня пройдут по центральным проспектам столицы. Таким был личный запрос Лукашенко. Он обратился к Пекину для того, чтобы сапог китайского солдата ступил на белорусскую землю. Иностранные военные гости в республике необходимы для массовости и устрашения. Демонстрацию силы армия Лукашенко планирует провести 9 мая. В Минске пройдет парад Победы. Уже 2 и 6 мая в центр белорусской столицы стянут военную технику. Именно поэтому вводятся полные запреты на движение всех видов транспорта. Просим всех участников дорожного движения учитывать данную информацию и в целях безопасности не выходить на проезжую часть во время движения колонн техники. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.